педагог должен всегда саморазвиваться, самообучаться, стремиться к своему лучшему «я». Во-вторых, педагог должен всегда стремиться понимать детей, развивать в них талант. Мы, педагоги, должны учиться развивать такие качества характера, как дисциплина, ответственность, уважение и самоуважение. Педагог должен уметь слушать и слышать своих учеников. Между педагогом и детьми должны складываться такие отношения, как сотрудничество, а потом и сотворчество. Педагог должен больше быть требователен к себе, чем к детям. И в наше время непростое, когда есть интернет, когда дети сами получают много знаний с помощью соцсетей, нам, педагогам, предъявляются очень большие требования. Поэтому фраза Чехова, что у нас должно быть все прекрасно в человеке, мы должны это умножить все на 100 и быть такими перед своими учениками. В детстве мне, конечно, родители не разрешали заниматься спортом, потому что они считали, что все-таки спорт для мальчиков. Но вот характер воспитывается, хорошие у меня были педагоги-учителя, мой первый тренер Раиса Павловна Порожникова. С первого дня я тренировалась у нее. Она привила ко мне любовь к спорту, любовь к своему делу. Я с нее всегда брала пример. В принципе, она до сих пор для меня является примером. Спорт развивает такое качество, как упорство. Чем больше запрещаешь, а это опять из сферы педагогики, тем больше хочется этого добиться. Вот родители запрещали, они не приветствовали до того, пока я не заняла первое место. Потом, конечно, было намного легче завоевывать свои новые победы, потому что уже родственники и родители поддерживали тебя. А в принципе, вот мой тренер – это, наверное, тот первый педагог, который мне путь осветил и в педагогику, и в тренерство. Потому что я закончила не только физкультурный техникум в Караганде, но и закончила Омский государственный институт физической культуры и спорта. Спорт – это вообще та область человеческой жизни, где все на грани. Когда тебе тяжело, а нужно выполнять задания тренера. Когда уже тебя ноги не слушаются, ты устал и на пределе, но ты понимаешь, что последние усилия приведут тебя к победе. И мне как тренеру, конечно, было непросто сначала работать с детьми, но это опыт. Когда ты любишь детей, когда ты любишь свою профессию, свое дело, ты просто влюбляешь на начальном этапе то, что ты любишь сам. И когда дети любят то, что делает тренер, они это делают с удовольствием, даже на грани своих физических каких-то качеств. Самое главное, когда мы занимаемся именно тренерской деятельностью, это самое главное – слышать и слушать своих учеников. Для чего это нужно? Для того, чтобы развить их талант. Научить его показывать, использовать его, достигать больших результатов. Все дети талантливые. На самом деле нет неталантливых детей. Вот задача педагога – найти в них этот талант, услышать, почувствовать, построить с ним взаимоотношения. И когда тебе уже ученик доверяет, он готов к своим новым победам. Когда ученик достигает определенных целей, в данном случае в легкой атлетике он достигает какого-то призового места. Самое главное в этот момент просто дать ученику своему понять, что это просто виток в твоем развитии, что дальше будут следующие поставленные цели. Останавливаться на достигнутом никак нельзя, потому что прекратится рост самого ученика. Он должен постоянно находиться в развитии. Спорт, он связан с двигательными навыками. Двигательный навык напрямую связан, опять-таки, с развитием духовным. Чем больше спорта, тем больше духовитости у детей. Чем больше духовитости, тем нужно еще больше спорта давать. То есть, чем больше ребенок занят учебным процессом, тем больше он должен заниматься спортом, потому что в ребенке должно быть все гармонично развито. Как и духовное, как умственное начало, так и обязательно физика. Без этого просто в наше время никак не обойтись. Одна из моих учениц очень талантливая, но никогда я об этом ей не говорила, потому что все-таки хотела, чтобы ребенок относился к этому ответственно и понимал, что любой талант – это труд. В первую очередь это труд.
И ситуация сложилась таким образом, что на соревнованиях был очень спорный момент. Она вышла, ей нужно было сначала выиграть в забеге, потом попасть в полуфинал и уже потом только финал. Дистанция непростая. И вот представляете, после долгих месяцев тренировок она выходит на старт, она переживает на дорожке, я там на стадионе смотрю, и у меня сердце буквально выпрыгивает из груди. Я переживаю за нее, боюсь, чтобы она не получила травму. Но в этот момент моя ученица, она была настолько мотивирована на успех, все-таки мы смогли с ней договориться на старте, что она должна выполнить свой личный результат. И вот в упорной борьбе, когда она заняла первая в забеге была, а по результатам она вышла на 3-е место в чемпионате Республики Казахстан, первая ее реакция после финиша, когда она узнала, когда озвучили фамилию и сказали, что она является победителем этого чемпионата, она на дорожке, а я на трибуне, у нас у обоих были слезы на глазах. Вы знаете, мы оба плачем, друг друга обнимаем, это вот настолько искренне, и я вижу, что моя ученица, она повзрослела. На финише она повзрослела, она поняла, сколько усилий в нее вложено со стороны тренера. И когда она сказала: тренер, это ваша заслуга, я говорю: ну что бы я делала без тебя? Я только тебя вела к этой победе, а всю работу выполняла ты сама. И вы знаете, это столько слез и радости было. Это победа нас двоих. Если ты не можешь любить детей, я думаю, ты не сможешь им донести любовь к своему предмету, любовь к своему делу. А ученики, они чувствуют любой нюанс твоего эмоционального состояния. И если педагог не искренен, никогда не будет контакта между учителями и учениками. Это всегда идет от сердца. По-другому просто не бывает. Просто второго не дано. Я настолько иногда ощущаю, что для меня все дети равны, потому что они все талантливы, они такие чистые. Дети на самом деле это такой чистый исходный материал. И я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне. Если я как педагог покажу им плохой пример, что с них завтра вырастет, что они во взрослую жизнь возьмут? Ложь, лицемерие, злобу, подхалимство, лживость. Или они возьмут от педагога, от своего тренера. Что они могут взять? Позитивность, мотивацию, доброту, сотворчество, коммуникации, помощь друг другу, сопереживание. Вот эти качества, они очень важны в нашей жизни, потому что сейчас настолько все привязано к финансовой части нашей жизни. Сейчас так много в СМИ вот это все муссирует силовым, то есть агрессию в детях, да, и важно, чтобы педагог, он был вот именно сердцем. Это, наверное, есть педагог от Бога.